Добрый день, друзья. Добрый день, Freedom Bank, Казахстан. Я хотела уже, это второе видео по касательно неправильности перевода. Это не значит, что я там как обвиняю вас или там говорю что-то минус. Я просто хочу внести вклад в правильность предоставления брошюр, документов, да? Если вы хотите сотрудничать, пожалуйста, это может, если это такие маленькие эти, можно, в принципе, прислать бесплатно. Большие, конечно, это будет стоить оплаты. Но раз уж вы уже вот это все напечатали, это уже поздно. Но в последующем может согласовать со мной, дабы не позориться, да. Но если вам пофиг, то это все равно. Просто я хотела с вами не сказать. Теперь смотрите, цифровой автокредит на авто из салона. Цифрлық автокредит салондағы автокөлікке. Сначала идет снизу салондағы автокөлікке арналған цифрлық автонесие, по идее. Ну, если кредит, то автокредит. Теперь максимальная стоимость авто 50 миллионов тенге. Автокөлік максималдық құны дұрыс. Но на русском варианте, если автокөлік это автотранспорт, тогда тоже нужно было написать автотранспорта полностью. Теперь второе. Кредит до 20 миллионов, да? Сначала идет сумма 20 миллионов тенге деньги несие. Если вы здесь пишете несие, значит сверху, где вы пишете автокредит, тоже нужно написать автонесие. Или автокөліктік несие полностью, да? Первоначальный взнос от 10%, 10% басталатын бастапқы жарна. Срок достигает мерзімі 7 жылға дейін. Можно так оставить, и можно второй вариант 7 жылға дейінгі мерзімге. Теперь вот это. От подачи до заявки до покупки авто и салона 1 день. Берден бастап салоннан автокөлік сатып алуға дейін. Первое, что бросается в глаза, в казахском переводе нету слова 1 день, что переводится бір күн. Поэтому это грубая ошибка. Теперь переводим, да? Берден бастап автокөлікті салоннан сатып алғанға дейін бір күн. Берген бастап автокөлікті салоннан сатып алғанға дейін бір күн. Прочитайте условия, воспользуйтесь калькулятором, чтобы подобрать комфортные условия кредитования. Шарттарды есептеңіз, ыңғайлы несие шарттарын таңдау үшін калькуляторды пайдаланыңыз. Ыңғайлы несиелеу шарттарын таңдап алу үшін калькуляторды қолданыңыз. Екінші, подайте заявку, введите ИН и номер телефона, пройдите биометрию для получения предварительного решения. Жасаем мен телефон номеріңізді енгізіңіз. Алдын шешім алу үшін биометриядан алдын шешімді алу үшін биометриядан өтіңіз. Окончание метода.
Ладно. В принципе, норм. Теперь второе. Третье. Выберите авто, получите подтверждение о наличии авто у салона. Автотенденс, автоколик, вообще автотранспорт лучше на русском языке написать, потому что на казахском автотенденс как-то не очень. Автокөлік салонынан автокөліктің бар екендігі туралы растау алыңыз дейді. Автокөлік салонынан салоннан просто бірінші. Просто салоннан. Автокөліктің бар болуы туралы растау құжатын алыңыз. Потом четвертое. Регистрация авто. Поставьте авто на учет и оформите договор купли-продажи. Автокөлікті есепке қойып, сатып алу шартын рәсімдеңіз. Пойдет. Так, теперь последний, да? Подпишите документы. Все документы будут подписаны с помощью биометрии без входа в банк. Құжаттарға қол қойыңыз. Барлық құжаттарға биометрия қолданылмайды. Банк пен болмақ. Это правильно. Ставим 7 до полиса. Поздравляем. Машина, если использовать слово машина, здесь тоже машину можно ставить. Машина садская. Либо всегда пользоваться словом автоколик, автотранспорт. И что там еще в конце я видела, по-моему, получить одобрение за 2 минуты. Қарыз алушының шарттары мен жауапкершілігі туралы толығырақ. Здесь вообще неправильно. Если на русском оставить, 2 минут ішінде рұқсатты алыңыз, или мақұлдауды алыңыз. А если вот это оставить, қарыз алушының шарттарын толығырақ, это дополнительно подробнее о туралы, это об условиях и ответственности қарыз алушы, это который, кто берет долг, да? Кредит получателя, получается, да? Или долгополучателя. Такие дела. See you.